В эти минуты в испанском городе Бунюоль начинается финальный этап ежегодного праздника Ла Томатина – томатная битва. Десятки тысяч участников приезжают из разных стран для участия в битве, оружием в которой служат помидоры. Мы получаем прямую трансляцию из Испании и предлагаем ее вам. Расскажу немного о празднике, который известен на весь мир. Существуют различные версии возникновения этого популярного праздника. Некоторые историки, например, утверждают, что томатина зародилась в результате, так сказать, шутки, которую группа друзей решила сыграть с местным музыкантом, явившимся на рынок городка Бунюоль и играя на каком-то инструменте. Делал он настолько плохо, что жители, находившиеся на площади, стали хватать помидоры с лотков и швырять в неумелого музыканта. Постепенно в томатное побоище втянулись все присутствующие. Более же правдоподобная история утверждает, что все началось лишь в 1945 году, когда тогдашняя молодежь собралась на городской площади во время праздничного парада, в котором традиционно участвовали гиганты, участники, несущие над головой огромные человеческие фигуры, а сами скрывающиеся в их одеяниях. Группа молодых людей, желая выделиться из толпы, начала толкать гигантов. Один из ряженых упал, а когда с трудом поднялся, начал колотить всех, кто попадался под руку. Завязалась потасовка, действие происходило в районе лотков с овощами. И дерущиеся использовали помидоры в качестве метательных снарядов, пока силы правопорядка не разогнали драчунов. Взаимные обиды не забылись, и на следующий год снова, в последнюю среду августа, драчуны собрались в том же месте, чтобы продолжить разборку. На этот раз помидоры они принесли с собой, чтобы не платить за испорченный товар, как год назад. И снова в воздухе летали помидоры, пока силы правопорядка не остановили побоище. В последующие годы власти постоянно пытались не допустить то, что в народе уже получило название «День томатины», но тем или иным способом с тех пор томатное побоище проводилось. В 1950 году власти Бунюола не препятствовали проведению праздника. А еще через год некоторые из участников томатины были задержаны полицией и припровождены в городскую тюрьму. Но горожане стали настолько активно выражать свой протест, что задержанные вскоре были освобождены. Под напором жителей праздник наконец-то был официально разрешен властями. И с тех пор с каждым годом в нем участвовало все больше народа, и о томатине узнали в других местах. Год от года развлечение стало заходить все дальше и дальше. Участники уже не ограничивались лишь бросанием помидоров друг в друга, а стали также обливаться водой, кидать неприятелей в фонтаны, а также атаковать людей, которые не участвовали в побоище, а лишь наблюдали за происходящим. Естественно, что среди пострадавших зрителей нередко оказывались и весьма влиятельные персоны. И снова власти города запретили томатину, а нарушителям пригрозили крупным штрафом и даже тюремным заключением. Горожане были настолько расстроены тем, что в 1957 году томатина не могла быть проведена, что организовали многолюдную манифестацию, которую назвали «Похороны помидора». В центре процессии шла группа юношей, несущих гроб с огромным помидором, а возглавлял шествие оркестр, игравший похоронные марши. Начиная с 1959 года под давлением жителей Бунюоля муниципалитет вновь разрешил проведение томатины, но при обязательном соблюдении определенных правил, одним из которых являлось, например, начало и конец праздника по специальному сигналу. Я напомню, вы смотрите прямую трансляцию из испанского города Бунюоль. Там проходит праздник Ла Томатина – томатная битва. Участники не только жители Испании, но и туристы, приезжие со всех уголков мира. Вот они активно
обкидываются помидорами. Огромное количество людей собралось. Ну и вернемся к истории. Еще одной ключевой датой Томатины является 1975 год, начиная с которого организацией праздника стали заниматься монахи ордена святого Луиса Бертрана, покровителя города Буньоль. Они начали поставлять помидоры для праздника. До этого горожане приносили свои помидоры из дома. А с 1980 года организацией и снабжением праздника стала заниматься мэрия города. И с каждым годом стало возрастать количество тонн раскиданных помидоров и число участников побоища, которые начали приезжать со всех концов планеты. То есть в этом празднике используется несколько тонн помидоров. И, кстати говоря, удивительно, огромное и с каждым годом возрастающее количество участников Томатины до сих пор не породило ни одного серьезного инцидента. Постоянные участники и почитатели популярного праздника должны быть благодарны горожанам Буньола, которые в те далекие годы боролись с косностью властей и своей настойчивостью и жизнелюбием добились того, что Томатина дожила до наших дней в том виде, как она есть: веселый, незабываемый и многолюдный праздник. Не следует думать, что народ съезжается со всего мира с единственной целью от души покидать помидоры в друг друга. Праздник длится целую неделю. И в его программу, помимо часового томатного побоища, входят также выступления многочисленных музыкальных коллективов, танцы, фейерверки и другие мероприятия. Вы смотрите прямую трансляцию из испанского города Буньоль. Там проходит ежегодный праздник Ла Томатина. Это некая битва, оружием в которой служат помидоры. Мы получаем эту картинку в режиме реального времени. Есть несколько версий возникновения этого праздника. Одна из них о том, что этот праздник зародился после музыканта, который неумело играл, и зрители брались за помидоры и закидывали его. Другая, более правдоподобная версия о том, что молодежь во время праздничного парада, где традиционно участвовали гиганты-участники, это такие несущие над головой огромные человеческие фигуры, их стали толкать. И когда один упал, он начал колотить всех, кто попадался под руку. И вот в этой завязавшейся потасовке, которая проходила возле лотков с овощами, и начали метать друг в друга помидоры. И даже через год взаимные обиды не забылись, и эти драчуны снова встретились в последнюю среду августа, чтобы продолжить разборку. И помидоры они решили взять с собой, чтобы не платить за испорченный товар.
И снова в воздухе летали помидоры, пока силы правопорядка не остановили их. В общем, так и зародился этот праздник, который не один год власти то отменяли, то снова разрешали на протяжении долгих лет. Ну и вот сейчас, в эти минуты, он снова проходит, где собрались десятки тысяч участников из разных стран. Отмечу, что есть некие правила в этой битве. Категорически запрещено швырять помидоры до начального сигнала и после завершающего. То есть по команде «старт» начинают кидать, и когда команда «завершить», все должны остановиться. В этом побоище задействованы несколько тонн помидоров. Ну и очень уже много лет этот праздник не породил ни одного серьезного инцидента. Напомню, что кидать помидоры – это не единственная цель праздника. Он длится целую неделю, и в его программу помимо побоища входят выступления многочисленных музыкальных коллективов, танцы, фейерверки и другие мероприятия. Томатина проводится в городке, расположенном в 50 километрах от Валенсии. Ну и кульминация праздника – это томатное побоище. Оно проходит в эти минуты прямо на ваших глазах. Мы получаем эту картинку в режиме реального времени. Напомню, что этот праздник имеет многолетнюю историю, и началось все в 1945 году. Это была прямая трансляция из Испании, где в городке Буньоль десятки тысяч людей со всего мира участвуют в знаменитом томатном побоище. Оставайтесь на телеканале Якутия-24. Мы вместе с вами в прямом эфире следим за тем, что происходит в нашей республике, стране и мире.